Я напишу душою на холсте, не видя красок, только сердце мне подскажет цвет, в какой я кисть макаю. Я в этот миг с вселенной сольюсь, я в небе звездном словно растворюсь. Душою на холсте пишет самодеятельный художник из города Белебея, член Всероссийского общества слепых Руслан Ахмедов, по экспозиции работ которого, выставленной в картинной галерее Башкирской республиканской специальной библиотеки, мы совершим виртуальную экскурсию. Но сначала, по традиции, знакомство с художником. Здравствуйте, Руслан. Расскажите немного о себе. Здравствуйте, уважаемые читатели. Я Руслан Ахмедов. Родился в Туркмении, город Ташаус, это север Туркмении. Жил я до учебы в городе Ташаузе, потом выучился в городе Ашхабад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Учился я там 8 лет. Руслан, сегодня мы говорим о вашем увлечении живописью. Кто и когда повлиял на ваш выбор? Ну, если говорить о художестве сразу, вся работа учителей наших были очень внимательны к нам. И вот учитель по рисованию обратил внимание на меня и стал конкретно заниматься со мной. Дополнительные уроки по рисованию. Но не только это, конечно, я рисовал. И учитель по музыке я заканчивал кружок в школе-интернате по баяну. В дальнейшем мне это тоже пригодилось. По поводу того, что по рисованию, первый человек, наверное, это был в моей жизни мама, конечно. Она обратила внимание, то, что где-то в 3-4 года я взял карандаш и начал черкать. Ну, наверное, это не было, конечно, основой. Это любой ребенок может нарисовать, там, черточки, да все такое. Я думаю, что, наверное, не говорил о том это. Скажите, родившись в Средней Азии, как вы попали в Башкортостан? В дальнейшем решил мою судьбу. Это переезд в город Октябрьский, это Башкортостан. Я приехал в музыкальное училище поступать. В моей жизни сыграла большую роль по поступлению Евгения Леонидовна, это учитель по вокалу. Ну, наверное, потому что какое-то было стремление, она мне помогла. И у нас в училище музыкальном было мало мужчин, а нужно было собирать хор в музыкальном училище. И вот эти все профессии, вся эта профессия, хор, инструменты, балалайка, баян, домра, дирижирование, в какой-то мере сыграли тоже в моей судьбе. Руслан, сейчас вы с семьей живете в городе Белебее. Что привело вас сюда? В дальнейшем, после училища музыкального, я был распределен в город Белебей. Я проработал 2 года в Доме культуры. Потом, как говорится, мне подсказали обратиться в ВОСовскую организацию города Белебея. Там направили меня на УПП ВОС, и я стал работать на УПП ВОС. Это было в 1992 году. Юрий Васильевич меня взял к себе, и вот мы до сих пор работаем там, живу. А когда вот это все закончил училище, приехал в Белебей, я по-серьезному начал писать. Это получилось у меня в 1993 году. У нас есть свой клуб в городе Белебее. Мне дали комнату. Я, наверное, это все-таки благодаря тоже Кларе Закареевне, это бывшему директору клуба. Вот она мне дала комнату, чтобы я мог конкретно заниматься живописью своей. Отвечая на один из первых моих вопросов, вы сказали, что в детстве почти все дети рисуют, и это верно. Тем не менее, вы выросли, но не оставили своего увлечения. Помните свою первую настоящую картину? Говоря о первой работе своей,
Я не могу сказать конкретно, потому что все началось, наверное, с того, что тетушка моя, тетя Фарида, это сестра отца, она мне дала денег по окончанию школы и попросила купить краски, холст, кисти. Тогда я это сделал именно так. Родители меня поддержали. Дома это где-то было 86-й год. Я написал первую картину на холсте. Это был пейзаж. До этого, правда, я рисовал, конечно, гуашью, акварелью, на бумаге, на ватмане. А первая серьезная работа это была на холсте. По-моему, летний пейзаж был. Итак, ваша первая картина называлась «Летний пейзаж». Получается, что она предопределила тематику творчества, выбор жанров и тем. И еще, расскажите нашим читателям, как вы начали рисовать на бархате. Это ведь очень редкий вид пейзажей. В основном я полагался на, конечно, писать пейзажи нашей Башкирии, России, леса, реки, зимние пейзажи. Пробовал писать и морские пейзажи. Потом я начал писать по бархату. Но бархат я узнал тогда, когда был в городе Кисловодске на лечении. Тогда меня бархат восхитил. Это, оказывается, очень древнее китайское искусство, и оно почему-то развито именно вот на Северном Кавказе. В Пятигорске, Кисловодск, Ессентуки, вот в этих местах. У нас почему-то этого нету. Вот это меня и восхитило, и я вот написал несколько работ. В основном, конечно, я опираюсь на пейзажи. Но в одно время, особенно вот последние годы, я делал выставку в городе Бельбее, посвященную юбилею Людмилы Николаевны, это моей супруги. Я в основном писал пейзажи морские. Руслан, ваши пейзажи на бархате производят сильное впечатление. Непосвященному человеку даже трудно понять, как рождается такая картина. Расскажите немного о процессе рождения ваших творений. Многие художники считают свои работы детищами, с трудом расстаются с ними, а с другой стороны мечтают о признании. Как у вас? Какие чувства испытываете вы, создавая картины? То, что все представлено в библиотеке башкирской, у нас здесь 25 работ, из них 6 работ написаны на бархате. К каждой работе отношусь очень щепетильно. Каждая работа имеет свой характер. Это обязательно. Я никогда не сажусь с каким-то плохим настроением за работу. Каждая работа все-таки для меня она дорога. Я не могу, конечно, выразить конкретно, но чем сложнее работа, тем она ближе. Не могу работать каждый день. Я работаю, пишу только субботу и воскресенье, потому что это для меня свободное время. За неделю стараюсь настроиться на позитив. И вообще для меня вот эта работа, писать картины, это может быть и как хобби, но это все-таки в большей степени какая-то отдушина. Она дает мне смысл жизни. Но одно я понял, это не я рисую, это двигает мной кто-то, пусть даже Бог, пусть даже Всевышний, но я как-то даже в последнее время чувствую, рукой кто-то двигает, потому что я так не умею писать. Мы назвали выставку картин Руслана Ахмедова строчками стихов «Мой взгляд картиной мира очарован». Наверное, эти слова можно отнести к любому художнику, пейзажисту. Ведь только человек, очарованный красотой и совершенством мира природы, земли и неба, лесов и полей, морских волн и цветочных полян, сменяющихся картин времен года, может перенести свое восхищение на полотно и передать свои эмоции зрителям. Руслану это удалось. Самостоятельно изучая и пробуя различные направления в живописи, Руслан пишет натюрморты, пейзажи, в том числе морские. Его творчеству близки пейзажи, ставшие родной Белебеевской земли, будь то заснеженный лес или яркая зелень лесных опушек. Творчество Руслана Ахмедова известно не только в Башкортостане, но и за его пределами. Его картины украшают дворцы культуры города Перми, Казани, Уфы, Самары. Любовь к творчеству семья Ахмедовых прививает и своим детям, которые вместе с родителями участвуют в семейных выставках и мероприятиях.
Руслан, расскажите, пожалуйста, о своей семье. Мы знаем, что все члены вашей семьи творческие люди. Они поддерживают вас в вашем творчестве? Семья – это, конечно, очень важно. В основном, конечно, роль играет у меня Людмила Николаевна. Супруга моя, она тоже довольно-таки очень творческий человек. Она и вышивает картины бисером, вяжет. Всякую технику она знает. Вот это вот творчество, вязание. И вышивает бисером иконы. Делает поделки, довольно-таки богатые поделки. И вот это наше с ней творчество, мы как-то поддерживаем друг друга. Но и творчество по музыке. Мы поем вместе, участвуем на смотрах, делаем свои вечера творческие. Предстоит нам один вечер как раз семейный, надо будет сделать. В Уфе мы бываем довольно-таки часто на смотрах. И вот это все наше творчество, дети тоже, глядячи на нас, все-таки что-то стараются делать. Сын у меня Артем, Маргарита дочь, Анастасия, старшая дочь. Они тоже вот, глядя на мать, что-то делают, тоже вышивают. Дочь у меня пишет картины, тоже прекрасно поет. Традиционно мы просим художников, выставляющих свои полотна в библиотечной картинной галерее, обратиться напрямую к зрителям, читателям библиотеки, которые придут на выставку или послушают аудиоэкскурсию. Руслан, что вы пожелаете нашим читателям, любителям прекрасного? Вы знаете, придете, посмотрите, обязательно, конечно, надо, но не торопитесь, не торопитесь. Постойте, подумайте, посмотрите с разных ракурсов. Здесь очень хороший тон в выставочном коридоре, довольно-таки теплые тона. Вы посмотрите внимательно каждую работу. Можно даже и потрогать, но вглянуться нужно в каждую работу. Каждая работа, она говорит о чем-то. Каждая работа по характеристике, она имеет свою энергетику. А одно слово «красиво» – это, конечно, не совсем, как говорится, полный ракурс. Каждая работа имеет свой характер. Просто нужно вглянуться, послушать. Ну и самое главное, если кто-то начнет чем-то заниматься, конечно, успехов, больших успехов. И все-таки и главное поставить такую вот не задачу, не цель, а именно расположение достичь. Ну, такие вот пожелания. Мы желаем художнику новых творческих побед и открытий и дарим стихи Елены Ярасовой, одна из строчек которых стала названием нашей выставки. Художника рука меняет жизнь, а кисть в руке поистине всесильна. Благословенны краски и усилия, что для преображения дались. Но разве можно было угадать, как в этих красках явных, нарочитых, рождение великое случится, шедевром общепризнанным подстать? Мой взгляд картиной этой очарован. Смотрю я на обшарпанный мольберт, вот он, труда бессмертного пример, и свой восторг хочу упрочить словом. И явится из хаоса мазков, неясных сразу путанных, небрежных, единственно дарованная нежность, воспетая восторженным стихом. Конец аудиоэкскурсии. Запись произведена в студии звукозаписи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Звукооператор Бессольцев, автор текста и диктор Евдищенко.